Обзор экономических, спортивных событий, мировые новости и главные события региона. Обо всем этом мы не только расскажем в ближайший час. Начнем по традиции с новостей валютного рынка. Курс рубля к иностранной валюте, установленный Центробанком, составил за доллар 63 рубля 77 копеек, евро 70 рублей 62 копейки. Американскую валюту, по данным сайта банки.ру, выгоднее всего в Якутске покупает Россельхозбанк за 63 рубля 62 копейки. Лучший курс продажи установлен в Восточном банке, это 64 рубля 10 копеек. Евро выгоднее всего покупает также Восточный банк за 70 рублей 60 копеек и продает тот же банк за 71 рубль 5 копеек. Оказание цифровых услуг населению и транспорт обсудили президент России Владимир Путин с заместителем председателя правительства Максимом Акимовым накануне. Как сообщил заместитель главы правительства, россияне проявляют интерес к получению услуг в электронном виде, а сервис госуслуги является одним из наиболее посещаемых государственных ресурсов в мире и уступает только налоговой службе США в период подачи налоговых деклараций. Также он сообщил о разработке паспортов нового поколения. Этот флагманский проект будет представлен в двух форматах – пластиковая карта с российским чипом и мобильное приложение. Заместитель председателя правительства доложил Путину о небывалом спросе на железнодорожные билеты в Крым из Москвы и Санкт-Петербурга. С наплывом желающих посетить полуостров не справился сайт перевозчиков. Один из наших таких очень важных флагманских проектов – это переход к формированию удостоверения личности, к выдаче удостоверения личности нового поколения. Причем мы планируем это делать, как вы нам поручали, мягко, не в принудительном порядке, чтобы это был сервис, который человек получает либо по мере наступления сроков замены паспорта, либо по своему желанию. Он будет реализован, этот проект, в двух факторах, в двух формах. Это пластиковая карта с российским чипом. Мы завершили сертификацию. Первые у нас 100 тысяч изделий будут в первой половине года изготовлены. И мобильное приложение, которое будет сопровождать там, где особенного подтверждения юридической значимости действия не требуется. Медицинские справки для получения водительских прав могут перевести в электронный формат. С такой инициативой выступило Министерство внутренних дел страны. Законопроект предусматривает дистанционное выявление у водителей противопоказаний к управлению транспортными средствами, а также информация об аннулировании медзаключения. Все это будет фиксироваться в единой государственной информационной системе в сфере здравоохранения, а водитель направляться на прохождение внеочередного обязательного медицинского освидетельствования. В случае подтверждения наличия таких заболеваний или неявка на обязательное обследование, водительское удостоверение может быть аннулировано. Ожидается, что законопроект вступит в силу в июле 2022 года. Пассажиры смогут приобрести билеты более чем за 90 дней в приложении РЖД уже с февраля следующего года. Об этом заявил директор компании по информационным технологиям. Сначала услугу планируется внедрить на самых популярных направлениях – это Москва-Санкт-Петербург и Москва-Сочи. Кроме того, он добавил, что в дальнейшем список направлений, на которые можно приобретать билеты более чем за 90 дней, будет расширяться. В России выросло число просрочек по кредитам. Каждый четвертый должник банка имеет задолженность более 3 месяцев. Всего таких заемщиков уже 10 миллионов. Исследования Ассоциации профессиональных коллекторских агентств выявили, что в 60% случаев граждане не вносят платежи вовремя из-за финансовых проблем. Из оставшихся 40% на убежденных неплательщиков приходится 10%, а остальные ссылаются на забывчивость, мошеннические действия, несогласие с суммой долга. Однако эксперты указывают, что причина увеличения невозврата долгов кроется в отсутствии существенного роста уровня располагаемых доходов. Президент России Владимир Путин выступит на пленарном заседании 11-го информационного инвестиционного форума «Россия зовет». Подробнее расскажет моя коллега Нургуяна Иванова в рубрике «Новости экономики». Нургуяна, я тебя приветствую. Где пройдет мероприятие и кто в нем примет участие?
Настя, мероприятие пройдет на площадке Центра международной торговли в Москве с 20 по 22 ноября. В форуме принимают участие представители органов власти Российской Федерации, крупнейших международных корпораций и ведущих российских компаний. И отмечу, что форум является ведущим по привлечению капитала в российскую экономику, улучшению инвестиционного климата и развитию внешних связей и экономических и деловых связей. Это новости экономики в прямом эфире. В студии работает Нургуяна Иванова. «Газпром» завершает пусконаладочные работы на основных объектах обустройства Чиндинского месторождения в рамках подготовки к первым трубопроводным поставкам газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири». В частности, на месторождении закончено бурение 190 эксплуатационных газовых скважин. На Кавыктинском месторождении, газ которого поступит в «Силу Сибири» в начале 2023 года, идет эксплуатационное бурение. Как сообщалось ранее, запуск газопровода ожидается 2 декабря. Объем валового регионального продукта республики увеличится на 2,5–3% благодаря строительству автодорожного моста через реку Лену. Якутия рассчитывает реализовать главные проекты в сырьевых и несырьевых отраслях. Объем инвестиций в несырьевые проекты может составить около 200 миллиардов рублей. Отметим, что по итогам 2018 года ВРП региона впервые превысил 1 триллион рублей. Рост экономики составил 5%. Компания «Алроса» вошла в десятку лучших работодателей страны по версии российского Forbes. На первом месте рейтинга оказалась компания «Норильский никель». На втором месте крупнейшая российская золотодобывающая компания «Полюс». Отметим, что предприятие «Полюс» расположено в Красноярском крае, Иркутской и Магаданской областях, а также в Якутии. Замыкает тройку лидеров «Газпромбанк». В первую десятку рейтинга помимо «Алроса» вошли также компании «Яндекс», «Газпром», Банк ВТБ и Сбербанк. Как показало исследование, от работодателей россияне ждут высокий уровень заработной платы, расширенный социальный пакет, комфортные условия труда, а также возможности для обучения и переобучения. И в продолжении темы «Алроса» выставила на продажу административное здание в центре Москвы. Напомним, решение о включении здания в план отчуждения непрофильных активов было принято еще в 2018 году. После завершения подготовительных работ и рыночной оценки наблюдательный совет «Алроса» принял решение о продаже здания на открытом аукционе по цене не ниже рыночной. Отметим, что до переезда в новый офис там располагался московский аппарат управления «Алроса». Аукцион объявлен 15 ноября, заявки принимаются до 14 января 2020 года. Начальная цена актива установлена на уровне 1 миллиарда 85 миллионов 696 тысяч рублей. Участники программы «Земский учитель» в Якутии получат не 1 миллион рублей, как в центральной и западной частях страны, а 2 миллиона. Двойные выплаты для участников программы будут действовать во всех регионах Дальнего Востока. Новый федеральный проект стартует в России уже в 2020 году. Как сообщили в региональном Миноборнауки, приоритет по вакансиям будет сделан на труднодоступные арктические районы. Для получения выплаты преподавателям необходимо 5 лет проработать в сельской местности по той вакансии, которая будет выбрана. Жители 9 районов Якутии, пострадавших в 2018 году от весеннего паводка, получат более 54 миллионов рублей. Средства будут выделены до конца 2019 года. Выплаты получат пострадавшие от паводка жители Амгинского, Мегино-Кангаласского, Верхнеколымского, Татинского, Тампонского, Хангаласского, Устьянского, Среднеколымского и Усть-Майского районов. Напомним, во время паводка весной 2018 года в Якутии ввели режим ЧС федерального уровня. Всего из резервного фонда на оказание помощи пострадавшим гражданам в 2018 году было направлено более 247 миллионов рублей и свыше 78 миллионов рублей из средств государственного бюджета Якутии. Комплекс «Саюри» планирует строительство третьего блока теплиц площадью 2 гектара. Отметим, что в настоящее время в тепличном комплексе выращивают огурцы, томаты и зелень. Свежие овощи поставляются в детские и дошкольные образовательные учреждения и имеются в свободной продаже в магазинах Якутска. Что касается других резидентов второй-индустриальный парк Кангаласы, то в ювелирно-гранильном кластере CBM создается производственная площадка полного цикла по выпуску ювелирных изделий. В настоящее время здесь устанавливается оборудование для гранильного производства, а также полным ходом идет подготовка к предстоящему вводу в эксплуатацию. Это были все новости экономики к этому часу. Настя, на этом у меня все.
Нургуяна, большое спасибо. С главными экономическими новостями этого дня нас ознакомила Нургуяна Иванова. Власти Австралии сообщили жителям, что дым от лесных пожаров, бушующих на восточном побережье страны, может быть опасен для здоровья. Смогом окутаны несколько городов, в том числе Сидней. Дым от лесных пожаров образовался на территории штатов Новый Южный Уэльс и Квинсленд, где до сих пор не удалось потушить больше половины очагов возгорания. В этих штатах на неделю был введен режим чрезвычайной ситуации. Местных жителей попросили быть готовыми к эвакуации. Борьбу с лесными пожарами осложняет жаркая аномальная сухая погода и сильный ветер. Власти Австралии предполагают, что в ближайшее время ситуация не изменится, так как дожди не ожидаются. Совсем другая проблема в центральной части Европы. В Австрии снегопад и ливни привели ко множественным сходам селей и лавин. Сильный снегопад, а также периодические ливни отрезали несколько горных деревень в австрийских Альпах от внешнего мира. Власти ввели в области бедствия режим чрезвычайного положения. Подробности в следующем сюжете. Несколько поселений в Западной Австрии оказались изолированы от внешнего мира в результате сильных снегопадов, чередующихся с ливнями. Ситуация осложняется плюсовой температурой. Это приводит ко множественным сходам селевых потоков и лавин. СМИ сообщают о нескольких разрушенных домах, при этом в некоторых из них находились люди, которые получили травмы. Представители власти предварительно оценивают сумму ущерба в 6 миллионов евро. В затронутых бедствием областях объявлен режим чрезвычайного положения и частичная эвакуация. Свою работу приостановили школы. Стихия также обрушилась на северные регионы соседней Италии. 2 тигра, спасенных из грузовика на границе, нашли новый дом в зоопарке в Польше. Животные привыкают к новым условиям и радуются обретенной свободе, рассказывает Дмитрий Турлин. Тигр Феникс и его младший брат Максимус в понедельник в первый раз прошлись по своим новым территориям, просторным вольерам зоопарка в Польше. Животные были спасены из тесных клеток в грузовике, следовавшем из Италии в Дагестан. В конце октября транспорт с 10 хищниками застрял на польско-белорусской границе из-за отсутствия необходимых документов. Тигры провели более недели в тяжелейших условиях. Их пришлось кормить едой из ближайших супермаркетов. Одно животное погибло из-за проблем с желудком. По данным местных изданий, выживших хищников изъяли польские власти. Сопровождавший их гражданин России Ренат В. был арестован на 3 месяца за жестокое обращение с животными. Однако затем суд отменил это решение. Представители дагестанского зоопарка заявили, что тигры по-прежнему являются их собственностью и не могут оставаться в Польше. Окончательное решение о статусе животных примет суд. Когда Феникс и Максимус только прибыли в зоопарк, они были сильно истощены. Сначала животные настороженно относились к новой обстановке, но потом почувствовали себя уютнее. Владелец зоопарка Канполь Изабелла Адиевска отмечает, насколько разные характеры у Феликса и Максимуса. Старший тигр Феникс будто говорит нам «любите меня». Признаюсь, он похитил наши сердца. С кем бы я ни общалась, все разделяют мои чувства. Нам хочется пойти в клетку и обнять его. Конечно, нужно помнить, что тигр хищник, и это было бы рискованно. Максимус же своим поведением похож на древнеримского полководца. Как мы узнали, его имя идеально соответствует характеру. Он ходит по своему новому жилищу как лидер, завоеватель. 7 тигров по-прежнему остаются в карантине, где за ними присматривают ветеринары. Зоозащитники надеются, что после прохождения всех необходимых проверок 5 из них будут отправлены в заповедник на юге Испании. А вот панда Бэй-Бэй возвращается на родину в Китай после нескольких лет, проведенных в зоопарке Вашингтона. Впереди долгий перелет в город Чэнду. Любимец посетителей национального зоопарка панда Бэй-Бэй покидает США и возвращается в Китай. Чтобы подготовиться к непростой дороге, животное с утра позавтракало бамбуком. Впереди долгий перелет, однако путешествовать не придется эконом-классом. Для транспортировки будет выделен специально оборудованный Boeing 777F. Чтобы бамбуковый медведь не заскучал в пути, ему будут включать музыку из подборки, составленной посольством Китая при участии пользователей всемирной сети.
Бэй-Бэй, который родился в Вашингтоне, достиг возраста 4 лет и, согласно правилам, должен быть отправлен на историческую родину панд. Там с ним будут работать ветеринары, чтобы подобрать Бэй-Бэй подходящую самку для получения потомства. Панды являются одним из символов Китая и в дикой природе обитают только на его материковой территории. Китай активно пытается спасти их от исчезновения, к которому ведет в том числе очень сложная система воспроизводства бамбуковых медведей. Кулинар из британской столицы решила обратить внимание людей на более экологичный подход к еде, предложив использование съедобных насекомых в кулинарии. Тициана Ди Констанца разработала рецепт гамбургера на основе котлеты из насекомых и занимается его продвижением на рынок в качестве оригинального и более устойчивого источника белка по сравнению с говядиной. 2 года назад Ди Констанца основала компанию и занимается выращиванием съедобных червей, личинок и сверчков, которые становятся главным ингредиентом необычных гамбургеров. Прежде чем котлета из теста на основе насекомых в компании овощей займет свое место между двух половин традиционной булочки, Ди Констанца тщательно моет, отваривает и измельчает в блендере. По мнению кулинара-экспериментатора, блюдо на основе насекомых в состоянии конкурировать с едой, приготовленной из рыбы, так как не уступает ей по питательности. Некоторые насекомые имеют более выраженный аромат, и, возможно, они не подойдут в качестве закусок, потому что у них действительно сильный аромат. Но сверчки совершенно нейтральные. На вкус немного похожи на креветок, если вам нравятся креветки. А если вам нравится попкорн, так они похожи на сушеный попкорн со вкусом креветок. Что-то среднее между вкусом креветок и орехов, я бы сказала. Так что просто будьте немного любопытнее, немного более авантюрными. Раскройте глаза, свои вкусовые рецепторы и вперед. Пробуйте. Вы будете рады, что сделали это. Среди прочих услуг компания предоставляет своим клиентам возможность вырастить съедобных насекомых у себя дома при помощи специальных наборов с подробной инструкцией. Это были мировые новости на Якутии 24. Крякать можно. Французский суд встал на сторону уток в споре с соседом-горожанином из-за шума, рассказывает Роман Чуриков. Эти утки клюют зерно и даже не подозревают, что одержали историческую победу. Суд городка Дакс, что на юго-западе Франции, постановил, им можно продолжать крякать. Иск против них, а также против их хозяйки, мадам Дуд, подал сосед женщины, месье Дюбуа. Он недавно переехал в деревню из города и посчитал, что от пернатых слишком много шума. Месье Дюбуа приходил ко мне раз или два в неделю со своими жалобами, до тех пор, пока у меня не случился нервный срыв. Он постоянно твердил: вам надо что-то с ними сделать, поставить шумозащитный забор и так далее. Говорю, что я поплачусь за своих птиц, что они докрякаются. Мадам Дуд приготовилась к худшему. По ее словам, в случае негативного для нее исхода, ей пришлось бы забить всех 60 своих уток. Но закон оказался на ее стороне. Суд постановил, что кряканье птиц не превышает предельно допустимый уровень шума для Франции. Женщина счастлива, но говорит, что проблема глубже. Все больше горожан перебираются в сельскую местность и пытаются навязать свои традиции и образ жизни. Это звук пригорода, звук природы. Да вообще все это звук самой сельской жизни. Весь мир не вращается лишь вокруг городов. У нас тут свой уклад. Как по мне, так если за городом не будет голосов птиц и животных, то и жизни тут не будет. Шум – это сама жизнь. Косвенным подтверждением попытки наступления городских нравов на сельский быт служит еще одна история. В сентябре сосед-горожанин подал в суд на владельцев петуха Мариса с острова Сен-Пьер-де-Леон. Но закон также оказался на стороне животного. Марису позволили кукарекать и дальше. Очередные посиделки в одной из квартир Нерюнгри закончились возбуждением уголовного дела. Между двумя приятельницами вспыхнула ссора, в результате которой одна из женщин схватилась за нож. Подробности у моего коллеги Александра Хавренко. Александр, я тебя приветствую. Ну расскажи, что же стало причиной вот такого агрессивного поведения женщины? Приветствую, Анастасия.
Элементарная ревность, подогретая излишним употреблением алкоголя. В эфире рубрика «Чрезвычайные происшествия». В студии работает Александр Хавренко. Здравствуйте. В Нерюнгри застолье закончилось поножовщиной. В дежурную часть полиции поступило телефонное сообщение от 27-летней местной жительницы, которая заявила, что ее знакомая нанесла ей телесные повреждения. Как выяснилось, в день происшествия 35-летняя подозреваемая находилась в гостях у потерпевшей, где они совместно распивали спиртные напитки. В какой-то момент хозяйка квартиры приревновала приятельницу к своему мужу. Между ними завязалась словесная перепалка. Подозреваемая взяла нож и нанесла своей знакомой ранение в область руки, а затем стала угрожать убийством. Теперь с ревнивицей будут разбираться следователи. Участковыми уполномоченными полиции первого отдела в Якутске в магазине, расположенном на улице Лермонтова, был выявлен факт незаконной продажи алкоголя в неустановленное время до 14:00. В отношении продавца магазина составлен административный протокол по статье «Незаконная продажа товаров и иных вещей», свободная реализация которых запрещена или ограничена. Продавцу грозит административный штраф от 1500 до 2000 рублей. Неспокойной остается криминальная ситуация в Алданском районе. В численном отношении лидируют по-прежнему драки и мошенничество. На прямой связи со студией Татьяна Вахмина. Татьяна, здравствуй. Как у вас обстановка? Александр, приветствую. Мы находимся в дежурной части отдела внутренних дел по Алданскому району. Вторая неделя ноября для стражей порядка выдалась разнообразной. В период с понедельника по воскресенье зарегистрировано 29 преступлений. По неписанной традиции лидирующими остаются кражи и выяснение отношений в рукопашную. Зафиксировано 7 случаев нанесения телесных повреждений разной степени тяжести. Также к наиболее серьезным преступлениям, имевшим место на прошлой неделе, относятся кража, угон и 3 случая мошенничества. Изъяты 2 единицы огнестрельного оружия, у 3 человек обнаружены наркотические вещества, а 2 подросткам удалось приобрести горячительные. Неспокойной остается ситуация на дорогах. Сотрудниками дорожно-постовой службы зафиксировано порядка 150 нарушений правил дорожного движения. 5 водителей были задержаны в состоянии алкогольного опьянения. Свои автомобили им позднее пришлось забирать со спецстоянки. Александр. Спасибо большое, Татьяна. А мы продолжаем. В полицию обратилась жительница Якутска с сообщением об открытом хищении телефона стоимостью около 5000 рублей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлен подозреваемый. Им оказался безработный, ранее судимый 36-летний сын потерпевшей. Выяснилось, что вечером подозреваемый вернулся домой в состоянии алкогольного опьянения. Увидев, что мать занята по хозяйству, подозреваемый похитил у нее телефон и, несмотря на крики матери, спешно покинул квартиру. Похищенный телефон злоумышленник сдал в ломбард за 2000 рублей. Вырученные деньги он потратил на покупку спиртных напитков. Похищенное изъято, возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Теперь непутевому сыну грозит до 4 лет лишения свободы. Вступил в законную силу приговор районного суда в отношении гражданина, причастного к незаконному приобретению и хранению свыше 7,5 килограммов промышленного золота. Сотрудниками управления ФСБ России по Якутии в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в Нерюнгринском районе выявлен мужчина 82 года рождения. В его автомашине обнаружено и изъято 9 золотых слитков общей стоимостью более 20 миллионов рублей. Уголовное дело расследовано спецподразделением ФСБ. Подсудимый признан виновным и приговорен к 1 году лишения свободы с отбыванием наказания в колонии поселения. Изъятый драгметалл обращен в доход государства. На этом наш выпуск подошел к концу. О чрезвычайных ситуациях в республике, в стране и мире мы расскажем в следующих выпусках новостей. Анастасия, на этом у меня все. Александр, большое спасибо. Я напомню, о происшествиях, которые произошли в республике, нам рассказал Александр Хавренко. Мы продолжаем наш выпуск. Редкие кроссовки Nike Moon Shoes представят на аукционе со стартовой ценой в $100 000. Это примерно 6 миллионов рублей. С молотка лот может уйти гораздо дороже, ведь другую пару этой модели уже продали за $437,5 тысяч. Это 27 миллионов рублей. Nike Moon Shoes выпустили в 1972 году. Серию кроссовок посвятили программе космических полетов с целью высадки на Луну Аполлон. Особенность модели в том, что кроссовки оставляют отпечатки, похожие на те, что оставляли космонавты на поверхности Луны. Уникальность лота еще и в том, что эти Nike никто никогда не носил. The Moon Shoes have their name, the Moon Shoes,
Moon-Shoes получили свое название благодаря новому, появившемуся в 1972 году дизайну. Отпечатки подошвы этой модели похожи на те, что оставляли астронавты на поверхности Луны. Вот почему их называют Moon-Shoes. Вот это вот одна из первых 12 пар. 5 из них были переданы олимпийским бегунам. Эта пара сама по себе никогда не использовалась в забегах или на стадионах. Россия разгромила Сан-Марино в заключительном туре отборочного тура чемпионата Европы 2020. Хозяева поля не смогли забить ни одного гола. Матч проходил в Сан-Марино. Россияне забили ворота противников 5 мячей. Окончательный счет установил Николай Камличенко на 78-й минуте. Подробнее о ходе матча и о других новостях спорта расскажет моя коллега Саргалана Захарова. Саргалана, я тебя приветствую. Ну, ждем подробностей. Здравствуй, Анастасия. Да, все верно. Россия одержала победу 5-0 над сборной командой Сан-Марино. И, как говорят эксперты, такой результат был ожидаемым. И подробнее о ходе матча расскажу далее в новостях спорта. Здравствуйте, в эфире рубрика спорта, в студии Саргалана Захарова. Сборная России разгромила команду Сан-Марино в заключительном матче квалификации Евро-2020. Встреча завершилась со счетом 5-0. Забитыми мячами отметились Далер Кузяев, который открыл счет на 3-й минуте, Сергей Петров, Алексей Миранчук, Алексей Ионов и Николай Камличенко. Для Кузяева, Петрова и Камличенко эти голы стали дебютами в составе национальной команды с первых минут. Российская сборная выглядела фаворитом в матче. После первых забитых голов нападающие команды еще несколько раз создавали опасные моменты. Однако неплохая игра голкипера Альдо Симончини не позволяла мячу оказаться в воротах. Не смог отметиться за время матча лидер сборной Артем Дзюба. Несмотря на разгромный счет, защитники сборной Сан-Марино удавалось сдерживать форварда. Окончательный счет встречи установил вышедший на замену Николай Камличенко на 78-й минуте. Это был его дебютный гол за национальную сборную. Спустя несколько минут он мог оформить дубль, но мяч после его удара угодил в перекладину. В других матчах группы 1 сборная Бельгии разгромила команду Кипра со счетом 6-1, а сборная Шотландии оказалась сильнее команды Казахстана. Таким образом, сборная России заняла 2-е место в турнирной таблице группы, набрав 24 очка. Они обеспечили себе участие в финальной части чемпионата Европы за 2 тура до конца квалификации. Победителем группы стала сборная Бельгии, набравшая 30 очков из 30 возможных. 3-й финишировала сборная Шотландии, 4-е место у команды Кипра, 5-е у казахстанцев. Замкнула таблицу сборная Сан-Марино. На чемпионате Европы сборная России сыграет в группе «Б». Матчи пройдут в Санкт-Петербурге и Копенгагене. Также в этом квартете выступят сборные Дании и Бельгии. А вот у баскетболистов последние матчи выдались менее триумфальными. «Зенит» потерпел 4-е поражение подряд в баскетбольной Евролиге. На этот раз он проиграл в Валенсии. Встреча завершилась со счетом 94-90 в пользу испанского клуба. Самым результативным игроком матча стал форвард Валенсии Альберто Абальде, а в его активе 18 очков. В составе «Зенита» больше всех очков набрали форвард Уилл Томас и защитник Алекс Ренфро по 17. В турнирной таблице российская команда идет на последнем 18-м месте. На ее счету 2 победы в 9 матчах. Валенсия находится на 15-м месте. В активе команды 3 победы и 6 поражений. В следующем матче «Зенит» на выезде встретится с испанской Басконией 22 ноября. Валенсия днем ранее примет подмосковные «Химки». Сборная России проиграла команде Испании во 2-м матче Кубка Дэвиса. В заключительной игре противостояние Карен Хачанов и Андрей Рублев уступили Марселю Грансальеру и Фелисиано Лолесу 4-6, 6-7. Счет в матче Россия-Испания стал 1-2. Это первое поражение национальной команды на турнире. В понедельник сборная одержала победу над хорватами со счетом 3-0. В среду в заключительном матче группы «Б» сборная Испании встретится с командой Хорватии. По итогам этого противостояния определится победитель группы. Финальная часть Кубка Дэвиса с участием 18 сборных, разделенных на 6 групп, завершится 24 ноября в Мадриде. В четвертьфинале выходят победители группы, 2 лучшие команды из числа занявших 2-е места. Призовой фонд турнира, который с текущего года проходит в новом формате, составляет $20 миллионов.
4 маджины из Якутии выиграли финальный этап Кубка мира. Он прошел в Польше, сообщает «Спорт Якутии». Было много ярких и захватывающих моментов. Безоговорочным победителем в медальном зачете стала Россия. Однако и соперники из других стран составили достойную конкуренцию. Так, по итогам финального этапа золотые медали, кроме российских атлетов, увезли на родину спортсмены из США, Венгрии, Армении и Кыргызстана. Золото в копилку нашей сборной принесли якутские маджины среди женщин. Наталья Черноградская в весе 55 килограммов. Среди мужчин Виталий Андросов в категории 60 килограммов, Сергей Константинов 70 и Иннокентий Федоров 90 килограммов. Серебряную медаль выиграл в весе до 125 килограммов Эрчим Баппагай. Бойцы из Якутии выиграли 3 медали чемпионата мира по микс-файту. 2 якутянина, Мичель Осипов в весе до 65 килограммов и Борис Игнатьев до 71 килограмма стали победителями мирового первенства. А Михаил Трофимов в весовой категории до 60 килограммов стал обладателем бронзовой медали. Накануне в столице региона прошла пресс-конференция. По итогам соревнований тренер сборной озвучил планы команды на следующий год. На сегодняшний день чемпионы подписали контракт с Федерацией микс-файта. Ближайшие бои ожидаются в феврале и марте 2020-го. Основная подготовка к ним начнется не раньше, чем через 2 месяца. Наш земляк Григорий Попов проложил дорогу, и поэтому у нас в планах ставим самую высокую планку, что потом в дальнейшем, чтобы достичь все-таки вершины единоборства. Хотелось бы выехать туда, в регион западный, в Москву или на Кавказ. Все опирается только о финансировании. Это были новости спорта. Всего доброго. Анастасия, у меня на этом все. Дарья, тебе слово. Саргалана, большое спасибо. Это была наша ежедневная рубрика «Спорт». Мы продолжаем. Студенты-дизайнеры Якутского колледжа технологий и дизайна расписали стены одного из домов по улице Петровского в столице. Теперь соседи встречают не безликие скучные стены, а настоящее произведение искусства. Ульяна Шагина застала молодых художников прямо за работой и сейчас выходит с нами на прямую связь со студией. Ульяна, добрый день и передаю тебе слово. Анастасия, добрый день. Заходя с холда в этот вот подъезд, попадаешь вот в такую вот красоту. И абсолютно точно, что такой красотой может похвастаться не каждый подъезд. Причем жители этого подъезда также находятся в абсолютном восторге. Причем инициативу разукрашивания этого подъезда проявили они сами. Купили краски акриловые для ребят, для молодых художников. Причем краски эти без запаха и не доставляют никаких хлопот и самим жильцам этого дома. Всей этой красотой занимаются студенты колледжа технологий и дизайна, работают как первокурсники, так и студенты 3-го курса. Причем они сами же делятся своими наработками, своим опытом со своими младшими коллегами. Сейчас ребята расписывают уже 2-й подъезд, ну а мы уже побывали в 1-м подъезде. Я вам скажу, что там точно такая же красота. Там все исполнено в якутском национальном стиле. Все 4 этажа 9-этажного дома также расписаны, показывают времена года, а также животных, которые обитают на территории нашей республики Саха-Якутия. Это и благородный олень, и семейство лосей, и соболей. Вот такую вот красоту можно увидеть в 1-м подъезде. Ну а во 2-м подъезде здесь, заходя с холода, попадаешь в совершенно непривычную для нас атмосферу, в атмосферу экзотических тропиков. Именно такую красоту сейчас расписывают ребята, такой красотой занимаются. Я вам скажу, что здесь очень красивые панно. Если там животные, то здесь, конечно же, экзотические животные. Это и фламинго, и павлины, и попугаи, и туканы, и маленькие птички колибри, которые собирают нектар с растений. Ну а рядом со мной сейчас находится директор колледжа технологии и дизайна Елена Григорьевна Яковлева. Елена Григорьевна, добрый день. Как раз таки она сейчас находится рядом с панно, где нарисованы красивые такие розовые фламинго. Елена Григорьевна, расскажите, пожалуйста, вообще откуда пришла идея собрать
брать ребят и рисовать вот, ну, в обычном подъезде города? Здравствуйте. Мы действительно заинтересовались этой заявкой, потому что если раньше поступали заявки, то они были из социальных объектов. Мы, если работали, то работали с социальными партнерами, с детскими садами, да, вот разукрашивали стены, то впервые в этом году поступила заявка от жильцов, от сообщества жильцов жилого дома, и мы, заинтересовавшись этой идеей, решили все-таки его претворить в жизнь. Тем более совместно с заявкой они подавали желание, как должно быть, что должно быть в этом подъезде, ну и они уверили нас, что действительно будут помогать и в приобретении краски, и того оборудования, которое должно быть здесь. Стремянки они предоставили свои, да, вот поэтому в этом плане нам очень хорошо работалось. Идей, эскизов у студентов было много, и мы совместно с жильцами подбирали эти идеи, и в конце концов пришли к одному мнению. Поэтому я так думаю, что это общая идея и жильцов, и нашего колледжа, студентов нашего Якутского колледжа технологии и дизайна, и надеюсь, что это будут хорошие идеи и будут продолжаться в нашем городе, потому что мы начали заниматься красотой и вдохновением, творчеством в таких домах, которые как бы стали старыми, да, вот если в новых домах есть очень красивые плитки, там люстры, диваны стоят в подъездах, то в старых домах этого не предусмотрено было, а тут вот, пожалуйста, жильцы сами пришли с такой идеей, и такая красота вдохновляет, поднимает настроение с утра, и когда вот с работы идешь вечером, тоже поднимает настроение. И для детей в таком подъезде живется очень хорошо. Спасибо. Действительно, это все вдохновляет. И я скажу, что вообще-то я завидую жильцам этого дома, потому что такую красоту можно увидеть не в каждом подъезде. Но я скажу, что работа, конечно же, не из самых легких, потому что вот стоять в таком положении с вытянутыми руками и с утра до вечера рисовать вот эту вот всю красоту, это очень сложно, но студенты не отчаиваются. Более того, у них в планах впредь еще и разрисовать какой-нибудь еще и другой подъезд. Ну а я скажу, что такое вот искусство рисование на подъездных стенах вполне может стать хорошей такой альтернативой муралам, которые все чаще стали появляться на фасадах зданий нашего Якутска. Ну а если муралы можно рисовать только в летнее время года, то рисованием подъездных стен вполне можно заниматься в любое время года, в том числе и зимой. Так что мы призываем не только жильцов, но и самих молодых художников все чаще создавать вот такую вот красоту на безликих стенах нашей столицы. У меня все, Анастасия. Ульяна, большое спасибо, но мы будем надеяться, что все подъезды города Якутска будут расписаны вот такими красивыми муралами. А я напомню, что на прямой связи со студией была моя коллега Ульяна Шагина. Европейская премьера анимационного фильма «Холодное сердце 2» состоялась в Великобритании. На белоснежной ковровой дорожке в лондонском кинотеатре BFI South Bank актеры, озвучивающие главных героев саги, рассказали, что они считают самым важным и трогательным в истории двух сестер и их друзей. Рассказывает Анастасия Дмитриева. Уверенность в себе, сестринская любовь и взросление – это главная тема мультфильма «Холодное сердце 2», по мнению актеров, озвучивающих главных героев зимней анимационной саги от студии Walt Disney. Своими впечатлениями они поделились в воскресенье на белоснежной ковровой дорожке в лондонском кинотеатре BFI South Bank на европейской премьере анимационной картины. Прошло 6 лет с тех пор, как первая часть истории двух сестер Эльзы и Анны покорила сердца молодого поколения во всем мире. В 2014-м саундтрек «Let It Go» в исполнении Идины Мензел, озвучившей Эльзу, получил «Оскара» как лучшая песня к фильму. Американская актриса и певица озвучила королеву-волшебницу и в новой англоязычной версии. Она рассказала, что ценит фильм за свежие, необычные повороты сюжета. Приятно смотреть, как сестры берегут свою любовь и привязанность друг к другу и не зацикливаются лишь на любви к мужчине. Я думаю, это что-то новое. Они поддерживают друг друга, чтобы помочь найти себя и истину в этом мире. Актер Джонатан Гроф, голосом которого в мультфильме говорит ледоруб Крестов, считает, что трек к новому фильму от лица принцессы Анны также станет очень популярным. Песня в исполнении Кристин Белл под названием «The Next Right Thing» — это просто медитация, чтобы преодолевать любое горе. Я никогда не слышал ничего подобного в анимационном фильме, и в песне в частности, что могло бы так глубоко затронуть. Она растрогала меня до слез. Да, буквально до слез.
Джош Гатт, который в обеих частях озвучивает снеговика Олафа, рассказал, что и этот никогда не унывающий герой в новом фильме столкнулся с экзистенциальным кризисом. Но ему помогло умение в любой ситуации видеть лишь светлую сторону жизни. Он такой сгусток оптимизма и радости в наше циничное время. Мы живем в такие циничные времена. Он напоминает мне стакан, который всегда наполовину полон по отношению к жизни. Режиссеры фильма Дженнифер Ли и Крис Бак уверены, что секрет успеха франшизы в том, что герои в ней несовершенны, но держатся вместе, как одна семья. «Холодное сердце 2» выйдет на большие экраны в США и Великобритании 20 ноября. Премьера в России запланирована на 28 ноября. И в завершении выпуска коротко о погоде в крупных городах Якутии. В Алдане минус 27 градусов по Цельсию, ветер дует со скоростью 2 метра в секунду. Давление 702 миллиметра ртутного столба. В Ленске также 27 градусов ниже нуля, скорость ветра 2 метра в секунду. В столице Алмазного края в эти минуты и вовсе минус 29, ветер 3 метра в секунду, давление 729 миллиметров ртутного столба. А за окнами жителей Нерюнгри столбик термометра остановился на отметке минус 27, штиль, переменная облачность. В столице региона, городе Якутске, прямо сейчас также 27 градусов со знаком минус, давление ветер 2 метра в секунду, давление 757 миллиметров ртутного столба. К этой минуте у меня пока вся информация. Еще больше новостей вы сможете найти на наших официальных сайтах jak24.ru и nvk-online.ru. Наши корреспонденты продолжают следить за развитием событий. Не переключайтесь.